Все самое важное за эту неделю. Причина устанавливается. В поселке Ветлосян в пожаре погиб мужчина. Ничего святого нет. Ухтинец отправится в колонию за кражу в храме. Страх остаться без проезда. Жители Приполярного просят помощи и внимания к проблеме. Иск удовлетворен частично. Поликлинику обязали открыть амбулаторию в Шудаяге. И стихи на языке коренного народа. В Ухте стартовал необычный радиопроект. Подробности прямо сейчас. 13 сентября в 14:47 в пожарно-спасательную часть Ухты поступило сообщение о возгорании в квартире 3-го этажа многоквартирного дома в поселке Ветлосян. В пожаре погиб 1 человек, мужчина 1982 года рождения. 15 жильцов дома были вынуждены эвакуироваться из своих квартир. Еще 6 человек были спасены из задымленных помещений пожарными. Причина пожара устанавливается. В данном доме проживала многодетная семья, 3 детей. Сейчас они находятся в пункте временного размещения. В дальнейшем будет представлен маневренный фонд. Там они пробудут до окончания ремонтно-восстановительных работ. В тушении были задействованы 16 пожарных и 5 единиц техники. Для ликвидации пожара им потребовалось 2 часа. Общая площадь возгорания составила 35 квадратных метров. Местный житель Ухты попал под суд за визит в церковь. В один из дней мужчина без постоянного места жительства решил прийти на беседу к священнику в храм Николая Чудотворца на улице Заречной. Только вот настоятеля он не нашел. Зато нашел, чем поживиться в обители, прихватив с собой крест с цепочкой, принадлежащий священнику, а также крест престольный и 2 церковных ковша. Один крест с цепочкой он успел продать в ювелирный магазин, но в ходе предварительного расследования, сообщив работникам полиции о том, где находится имущество, они его изъяли. Остальное имущество он спрятал в заброшенном доме, также в ходе предварительного расследования сообщив, где оно находится, и было оно найдено. Ущерб, причиненный храму и настоятелю, оценили более чем в 7 тысяч. Мужчине, который покусился на религиозные святыни, суд вынес довольно суровое наказание – 1 год лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Ранее он уже был осужден за корыстное преступление. Последний срок подсудимого длился 10 месяцев. Из мест лишения свободы он вышел в декабре 2020 года. В Ухтинском следственном комитете возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя микрорайона Югер. Мужчину обвиняют в убийстве своей сожительницы. Ранее неоднократно судимый 1978 года рождения познакомился с женщиной в 2011 году, сразу после освобождения из мест лишения свободы. У пары появились дети, только вот здоровыми эти отношения никак нельзя было назвать. На протяжении всех лет сожитель неоднократно избивал свою неофициальную жену. Квартира, в которой проживала семья, вся в засохших следах крови. Женщина несколько раз пыталась уйти и даже переезжала в другие населенные пункты. Только вот кухонный боксер находил ее и возвращал обратно, в семью. Из-за патологической ревности он даже заставил уйти ее с работы в детском саду, ревнуя к отцам воспитанников. Семья вела затворнический образ жизни. В процессе ссор к ним неоднократно приезжали сотрудники полиции, но дверь горе-семьянин им не открывал. Одна из таких потасовок, когда женщина пыталась защищаться, закончилась трагически. Потерпевшая нанесла 3 пореза мужчине, своему сожителю. И, соответственно, после чего он разозлился и ударил ее 1 раз по голове деревянным табуретом. Также наносил многочисленные удары в область тела ногами, кулаками, от чего потерпевшая на месте совершения преступления скончалась. Табурет, которым муж забил мать своих детей, он выкинул в соседний мусорный контейнер. Сам вызвал скорую, только вот помочь она уже не могла. От травмы головы, а также внутреннего кровотечения женщина скончалась. Вину в содеянном житель Югера признал, но не раскаялся. Дескать, и хорошо, что избавился от нее. Без матери остались 2 6-летних близнецов, которые хоть и не были очевидцами убийства, в момент преступления также находились в квартире. Теперь они помещены в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Их отец заключен под стражу и ждет решения суда.
Жители поселка Приполярный Ханты-Мансийского автономного округа Югры боятся снова остаться без провизии, которую возят из Ухты. Об этом редакция ГСП сообщила местное отделение КПРФ. Именно к ним пришел один из местных жителей небольшого поселка, чтобы попросить помощи в разрешении давней проблемы. Мы лично встретились с Анатолием Шевляковым. Мужчина объяснил, что уже с 1996 года живет в отдаленном от большой земли Приполярном. Более 20 лет назад газовики показали ему самую короткую дорогу к городу Коми, чтобы пополнить запасы в местном магазине и забыть о замороженном молоке и хлебе. Ведь привезут свежее. Не с Екатеринбурга 1200 километров, а всего 330. Когда москвичи тянули сюда четвертую нитку, они мне показали этот город Ухту. Я когда сюда приехал, я приехал в поселок радостный такой. Я всем людям сразу объявил, что все, я нашел оптовые базы, все, у нас закончились эти голодовки. Все, мы запустили рейсовый автобус, ходил Хулимсун, Приполярный, Ухта, все официально. Оформляли путевку через национальный парк Юга-2, так как у нас эта дорога проходит через национальный парк Юга-2. Заходили, оформляли официально путевочку и все, и никогда не было проблем. Только с 2014 года дорога, по которой беспрепятственно ездили местные жители и даже курсировал рейсовый автобус, была перекрыта. С тех пор ее стали называть вдольтрассовым проездом. Того требовали документы по эксплуатации газопровода, вдоль которого шла горная дорога. И вот уже более 6 лет местные жители, а конкретно Анатолий Шевляков, пытаются добиться комфортного проезда. Он возит продукты в местный магазин, пишет письма во все инстанции, от местных чиновников до президента России. От последнего, кстати, по словам заявителя, пришел ответ, что вопрос решаем. Но в прошлом году проезд был закрыт, как объяснили местным, из-за коронавируса, и пришлось ехать все же в Екатеринбург. И мы на машинах 1200 километров довезли продукты до речки Сосьвы. На другой стороне ждала другая машина. Люди с санками, я честно говорю, люди с санками перевозили продукты, перегружали в другую машину. Разве это не обидно? Мы не знаем, что на самом деле стало причиной проблем с проездом по трассе, ужесточение правил для газовиков или личный конфликт местных жителей и руководства местной компрессорной станции. Но, по словам Анатолия Владимировича, страдают от этого все. Ситуацию обсуждали и с местными чиновниками, к сожалению, те прямо заявляют «нет контакта», что и озвучивают на встрече с местными жителями в марте этого года, запись которой размещена на Ютубе. Транспортная схема в Березово, в поселке, в столице Березовского района, сложнее, чем в Приполярном. Просто поверьте. У нас-то есть она, эта дорога, есть. Я не могу, не может, ни Новицкий не может, ни я не могу решить вопрос с Газпром, Трансгаз, Югорском по проезду. Ну, хоть вы застрелили. С Ухтылом мы договорились. Анатолий Шевляков через нас попытался найти поддержки у местных ухтинских газовиков. Ведь один из шлагбаумов поднимается на территории Вуктыльского линейно-производственного управления магистральных газопроводов «Газпром Трансгаз Ухта». С просьбой хотя бы, если не открыть дорогу на постоянной основе, то сделать время транспортного коридора, оформленного по путевкам, более комфортным для местных жителей. Грядет зима, проезд по горам в ночное время усложняется плохой видимостью. Дайте нам коридор. Вот этот коридор с часу до 2. С часу до 2 дайте нам коридор, и все, нам этого достаточно. С часу до 2 с Вуктыла. С Вуктыл, да, ихнего времени, с часу до 2 дайте коридор, и все, нам хватит. Все, и кто хочет, там не успел, пускай вечером едут. А я говорю, вот я вот груженый, иду, в час я проехал, я засветло и пеленер, и все засветло возьму. Мы написали официальный журналистский запрос в «Газпром Трансгаз Ухта» и получили ответ, что по правилам безопасности при эксплуатации магистральных газопроводов движение по вдольтрассовому проезду допускается только на определенный период времени для выполнения регламентных и аварийных работ по разрешению эксплуатирующей организации. Пребывание и проезд групп людей в охранной зоне газопровода запрещено. Сейчас время движения транспорта по указанному вдольтрассовому проезду определено регламентом между Вуктыльским, Уральским и Сосьвинским линейно-производственными управлениями, где прописаны все обязательства заинтересованных сторон, порядок оформления пропусков и условия движения. По запросу Уральского управления «Газпром Трансгаз Югорск» от 13 сентября движение стороннего транспорта по проезду определено с 15 часов при условии отсутствия технологических и природных факторов, создающих угрозу жизни и здоровью людей.
Многострадальное шоссе к микрорайону ЮГЭР все же отремонтируют. Об этом стало известно в конце прошедшей недели. На объект уже вышла подрядная организация, пока идет демонтаж старого полотна. Напомним, часть этой трассы считается федеральной и находится на балансе у Республики Коми. Но страдали от ужасного качества асфальта тут местные, ухтинские жители. Так, в начале лета к нам в редакцию обратилась ухтинка Татьяна Гайфулина, которая пользуется этой дорогой постоянно и уже неоднократно попадала в ситуации опасные для здоровья. Выбила из колеи на встречную полосу, и повезло только потому я осталась жива, да, и ничего со мной не случилось, не было встречной машины. 18 февраля наш коллега попал в ДТП, точно по таким же причинам выбила из колеи на встречку. Чуть раньше глава муниципалитета говорил о том, что дорожное агентство не вносило эту дорогу в планы на ремонт, так что придется ждать восстановления полотна. Но к середине сентября на объекте начались работы. 8 километров трассы Сыктывкар-Наринмар на участке к поселку ЮГЭР все же восстановят. Это республиканская дорога, конкурс проводили они, министерство, и мы здесь только, будем говорить, что статисты, да, наблюдаем, потому что на сегодняшний день это не наше, мы не можем влазить. Я, насколько знаю, что там фрезерование, потом нулевой ямочный ремонт, плюс нанесение нового покрытия. Не знаю тонкости, какой толщина там что, и плюс дальше укрепление обочин. Все это будет в рамках этого договора. Как отметили в администрации, глава Ухты Магомед Османов обращался с ходатайством о рассмотрении выделения республиканских средств на ремонт этого участка, а также восстановление асфальтового полотна в сторону Шудаяга от старого поста ГИБДД. Предварительно там тоже начнутся работы. По контракту на Югерском шоссе подрядчик закончит свою работу до 1 ноября. В Ухтинском городском суде состоялось заседание по рассмотрению иска жительницы Шудаяга к Ухтинской городской поликлинике с требованием открыть лечебную амбулаторию в поселке. История длилась не первый год. С 2017-го жители поселка письмами просили вернуть амбулаторию, но в итоге отправились за правдой в суд. Летом к истории были привлечены региональные чиновники. Так, исполняющий обязанности министра здравоохранения Коми Игорь Дягилев в августе пообещал, что учреждение будет функционировать в полном объеме, а не в количестве одного терапевта. Но вопрос все еще был открытым, как и решение по иску в суд. На минувшем заседании представитель поликлиники озвучила позицию ответчика. На оборудование и последующее лицензирование амбулаторий уйдет не 1 год, а 3. Потому что процессы долгие. Дефибрилляторов у нас нет. Это все проводится, это не покупается в ближайшей аптеке, это все длительная процедура. Это все проводится через аукционы. Мы по законодательству должны покупать медицинское оборудование через аукционы. А если у нас аукцион не состоится, тогда мы можем проводить прямым договором. Но это тоже запрашиваются 3 коммерческих предложения от организаций и выбирается меньшая цена. То есть это все довольно длительная процедура. То, что амбулатория должна быть, вопрос уже не обсуждаемый. Требования шудаягцев законны. 2000 населения предполагают свое лечебное учреждение. В Шудаяге их почти 4. С тем фактом, что на замену окон, установление вытяжки и пандуса, а также закупки оборудования и косметический ремонт 3 лет слишком много, согласился и суд. Исковые требования удовлетворить частично, обязать государственным бюджетным учреждением здравоохранения Республики Коми, Ухтинская городская поликлиника создать врачебную амбулаторию на территории ПГТ Шудаяга города Ухта Республики Коми и организовать ее работу в срок не позднее 12 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу. Взыскать государственным бюджетным учреждением здравоохранения Республики Коми, Ухтинская городская поликлиника в пользу Сапрыкиной Ольги Олеговны на расходы по оплате государственной пошлины в сумме 300 рублей. Итог. Год на все работы и получение лицензии после того, как решение суда вступит в законную силу. До этого момента поликлиника по закону может оспорить его вышестоящей судебной инстанции. Если медучреждение согласится с судом и не будет бодаться с населением дальше, амбулатории быть. Сегодняшний же вердикт суда истица, представляющая интересы всех 4000 шудаягцев, восприняла как личную победу. Но тема, конечно, еще не закрыта. Шудаягцы хотят, чтобы лицензировали не помещение на Павлова 9, где сейчас находится врачебный кабинет, а в центре поселка. 6 месяцев это вот так за глаза. Судья им дал год, это вообще в расслабоне можно работать. Просто в расслабоне можно спокойненько работать и получить лицензию на этот кабинет. Но население-то просит, чтобы амбулаторию перенесли в центр поселка, и администрация Османов отдал целое
большое помещение, больше 200 квадратных метров. Ну почему там не сделать совместный ремонт и детскую и взрослую не открыть там? Ольга Сапрыкина, как и все шудоякцы, теперь очень надеется на конструктивный диалог, а не продолжение судебных тяжб. Если все пойдет так, как того хотят жители поселка, у них появится одна общая амбулатория на улице Шахтинской через год, ведь у них уже есть и помещение, и решение суда. В Ухте стартовал этнокультурный проект «Голос Родины». Он реализуется совместно с учениками и педагогами местных школ, а также автономией Коми Войтер и радиоагентства. Цель – повысить у детей и подростков интерес к изучению языка и культуры народов Коми. Сами педагоги, а также носители коми-языка отмечают, что на протяжении долгих лет существовала проблема пренебрежительного отношения русскоговорящего населения к языку коренного для республики народа. Ситуация стала изменяться последние несколько лет благодаря этнопроектам, поэтому продолжение работы в этом направлении более чем логично. Очень обидно было слышать, когда называли нас не коми, а комиками, когда стеснялись сами коми говорить на своем родном языке. Я не знала причины, почему это происходило, но мне было очень обидно. Я вижу, что изменилось отношение к самому языку и к коми-народу. Мы уже теперь от детей не слышим комяк. В пятой школе согласие на изучение этого далеко не самого простого языка дали все родители. Хотя многим детям порой сложно дается и понимание слов, и правильная артикуляция звуков, язык они учат с интересом. Но и в проекте «Голос Родины» участвуют тоже с радостью. На протяжении нескольких недель в радиоагентстве они записывают аудиозвучание стихотворений коми-авторов. Стоит отметить, что есть те, кому уроки, да и процесс записи дается легко. Любовь к коми-краю они впитали, что называется, с молоком матери. Мои родители знают коми-язык, говорят и родились в Бескуломском районе. Я тоже там родилась, и от них я знаю коми-язык. Я выступаю на фестивалях, на концертах, на конкурсах не только в городе, и в школе, но и в республиканских. Две другие участницы проекта, Анна Лагутенкова и Лилия Давыдова, напротив, коми изучали с нуля. Говорят, что это и правда порой сложно, но они все равно попали в состав 35 лучших участников проекта, которые могут записать свой голос на звуковую дорожку. Потом эти записи будут звучать на радио, а также как аудиосопровождение занятий с этнокомпонентом.